Начальник управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Вауба отметила, что маршрутизация должна работать четко, без сбоев. Мы сейчас собрались с вами для того, чтобы выйти уже на окончательную версию этой маршрутизации. На совещании отмечалось, что у вируса есть определенный жизненный цикл, и потому участковые врачи должны принимать решение о проведении тестов после первой симптоматики. Тесты делаются на определенный день после первой симптоматики. И уже участковый терапевт, находясь на связи с пациентом, он дает сигнал в СЭС, что вот такому-то пациенту с такого-то дня есть клиника, вот такого-то числа надо взять тест. Таким образом, мы и разгрузим нашу лабораторию, и мы будем быстрее получать результаты анализов, и мы будем получать достоверные анализы в том смысле, что на второй-третий день с момента симптоматики тест может быть отрицательным. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева отметила, что все проблемы с оперативностью при получении результатов ПЦР-тестов связаны с тем, что в Абхазии всего одна лаборатория, которая тестирует на ковид. Алла Беляева считает, что, судя по имеющимся результатам, сухумские поликлиники справляются с возложенными на них задачами с лечением пациентов. Процент госпитализированных не самый большой, и, спасибо Богу, процент умерших тоже не самый высокий. Это значит, что наше поликлиническое звено справляется с возложенными на него задачами. Поэтому именно для лечения результат анализа большой роли не играет, особенно если мы его будем ждать 5-7 дней, а лечение нужно начинать фактически с первого момента, когда у пациента появились первые признаки заболевания. Главный врач скорой помощи Сухума Аслан Жуку отметил, что у них налажена четкая схема действий, уже по симптоматике способны определить, куда направлять людей. Население наше паниковать уже не будет. Почему? Потому что уже поняли, уже осознали, уже, извините, переживали и все приняли, что это наше с нами будет это все жить. И и вера в медиков, и в нашу медицину появляется потихоньку у людей. Да, есть отдельные частные случаи, когда люди в панику впадают в депрессию и всякое такое. Мы видим и успокаиваем, ездим, помогаем. Но это отдельные какие-то частные случаи. Заместитель главврача Сухумской клинической больницы проинформировал, что больница работает в строгом режиме, принимает только экстренных больных. Сейчас наша больница на строгом режиме, исключительно экстренных больных с угрозой для жизни. Амбулаторный прием строго запрещен в больнице, это касается все подразделения. Ну и, естественно, в любом случае приемном покое помощь будет оказываться. В Абхазии нет детей, которые тяжело переносят коронавирус. Об этом было отмечено на совещании. И тяжелых детей, к счастью, нет. Мы информацию получаем либо непосредственно от самих родителей, либо санэпидемстанция нам сообщает о том, что у одного из родителей есть подтверждено, что в этой семье есть ребенок, и мы дальше ведем контроль. Начальник управления здравоохранения столицы отметила, что мэр Сухума оперативно будет решать все возникающие вопросы, связанные с маршрутизацией пациентов. Мадина Ганба, Давид Авицба, пресс-служба администрации Сухума.